В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум, главное сегодня. Новый год все ближе. Будет проведено около 10 мероприятий с охватом более 1000 человек от 3 до 14 лет. В Грозном организовали праздник для детей-участников СВО. Дед Мороз специального назначения. Спасибо, Дед Мороз, очень красивые подарки. В рамках всероссийской акции сотрудники регионального управления Росгвардии поздравили особенных детей Грозненского реабилитационного центра. Уникальное инклюзивное пространство. Терапия его своего рода. В Государственной галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова открылась праздничная ярмарка-выставка. Наталья Депутатова с подробностями. В торгово-развлекательном центре «Грозный молл» состоялась акция для детей бойцов, принимающих участие в СВО, в том числе и погибших, исполняя служебные обязанности. Новогоднее мероприятие включало развлекательные игры, после для них был организован обед. Без подарков от Деда Мороза и Снегурочки также не обошлось. Ада Магомедов о празднике для ребят. Космонавта как зовут? Это у нас Базла, это у нас ковбой Вуди, молодец. Интересные интерактивы, веселые викторины и огромная игровая зона – все это предоставлено на радость детям бойцов, принимающих участие в СВО, в том числе и погибших, защищая Родину. Ребята смогли отлично провести время и получить массу ярких эмоций. Что нравится? Кататься, вот это. Да? Весело? Да. А что за игры были? После их ждал вкусный обед на фудкорте, а дальше ребят провели к елке. Всего благотворительная акция, организованная по инициативе первого заместителя министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Ахмата Кадырова, республиканским общественным движением «Турпалхой» при финансовой поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, охватила 200 детей. Подобные мероприятия уже стали доброй традицией и проводятся уже на протяжении 7 лет. Мы в первую очередь благодарим главу Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова за те условия, которые он создает для всех, в том числе молодежи и подрастающего поколения. Мы можем проявлять заботу о детях героев, которые отдали свои жизни ради мира и благополучия на территории Чеченской Республики, да и страны в целом. В акции приняли участие разные организации, среди них и Чеченский государственный театр юного зрителя, который предоставил актеров и подготовил интересную развлекательную программу. Нам всегда приятно принимать участие в таких благотворительных мероприятиях, акциях. Все, что делает сегодня государство через органы власти, через учреждения культуры, это забота и особое внимание, прежде всего, государства к этим детишкам. Дети смогли станцевать под музыку и даже рассказать стишок Деду Морозу, за который каждый получил подарок. В этом году по инициативе первого заместителя министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Ахмата Кадырова для детей, участников специальной военной операции, а также погибших при исполнении служебных обязанностей будет проведено около 10 мероприятий с охватом более 1000 человек от 3 до 14 лет. Это поможет детям обрести необходимые положительные эмоции. Ада Магомедова, Аслан Ахматов, Вести Чеченская Республика. В Курчалое прошла благотворительная акция от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. К детям семей, в которых есть погибшие воины, участники СВО, пришли сказочные герои – Дед Мороз и Снегурочка. Они раздали ребятишкам подарки и поздравили с наступающим Новым годом.
Подобные акции благотворительная организация под руководством Аймани Кадыровой проходит регулярно. Это финансовая помощь, продуктовые наборы и другие благотворительные акции и мероприятия. Всего 79 детей получили новогодние подарки, игрушки и сладости. Росгвардейцы провели акцию для воспитанников Грозненского реабилитационного центра для несовершеннолетних и Центра лечения и реабилитации детей Грозного. Сотрудники организовали новогоднее представление с участием сказочных героев. В ходе встречи Дедушка Мороз подарил ребятам сладкие подарки. Турпал Лалит Айсумов подробнее. Поздравление детей с наступающим Новым годом в этот раз проходит в непростом формате. Дед Мороз специального назначения. Так именуется всероссийская акция от Федеральной службы войск Национальной гвардии. Сотрудники ОМОН Ахмат Грозный регионального управления Росгвардии поддержали данную инициативу. На бронеавтомобилях «Патруль» они приехали к особенным детям реабилитационного центра с веселой программой и множеством сюрпризов. Дети радуются каждому моменту. Такие подарки для них уже большой праздник. И счастье в их глазах самое искреннее. Оркестр исполнял праздничные мелодии, в то время как бойцы Деды Морозы развлекали детей, а те читали стихи и исполняли национальные танцы. Ребят ждали сладкие вкусности, предоставленные Общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Управление Росгвардии по Чеченской Республике присоединилось к всероссийской акции Росгвардии «Дед Мороз специального назначения». Поздравили детей, принесли им подарки, послушали их и песни, сказки, стихи, танцы. Это все в преддверии нового 2024 года. Несмотря на некоторое стеснение от неожиданного визита главных поздравителей, дети поблагодарили их за оказанную радость. Спасибо, Дед Мороз, очень красивые подарки. А еще Деды Морозы провели поздравительную миссию для особенных детей Центра лечения и реабилитации. Здесь непоседы также встретились с героями главного праздника страны. Вкусности в коробках достались каждому. Военнослужащие пожелали им исполнения всех желаний в наступающем году. Турпал Лалит Айсумов, Рахман Хаджиев и Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. Родственникам погибших при исполнении служебных обязанностей вручили медали Героя Чеченской Республики. Указ о награждении военнослужащих посмертно подписал глава республики Рамзан Кадыров. Мадина Нусалчиева о тех, кто отдал жизнь во имя Родины. Тамерлан Шахбиев и Сайд Ахмед Сатуев сегодня получили звание Героев Чеченской Республики. Только забирают награды их родственники. Оба бойца погибли во время выполнения своего служебного долга на территории проведения специальной военной операции. Церемония передачи медалей прошла в здании администрации Натерчного муниципального района, где они проживали. Героический подвиг, послуживший ярким примером доблести и отваги, присвоит звание Героя Чеченской Республики Шалбиеву Тамерлану Алиевичу, Герой России Рамзан Ахмадович Кадыров. В этом доме жил герой Чеченской Республики Онах. Такая надпись теперь красуется на стенах жилья Сайд Ахмеда и Тамерлана. Дом последнего находился еще на этапе строительства, когда он стал участником СВО. Но даже будучи там, мужчина продолжал интересоваться тем, как идет работа. Я Тамерлана знаю с детства. Прямо, можно сказать, на моих глазах он вырос. Показал себя, когда он был среди нас, с положительной стороной. Всегда был отзывчивый парень, смелый. Гордость за своих отцов, сынов и мужей идет вперемешку с горечью от утраты. Однако все они знают, что они отдали свои жизни за святое дело, защищая родину и духовные ценности. Они вечно живы в наших сердцах, а главная задача на сегодняшний день – сохранить правду о них, об их героических подвигах и передать все это последующим поколениям. Мадина Нусалчиева, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Ряд важных вопросов, касающихся СКФО, обсудили на пресс-конференции информационного агентства ТАСС в Москве. Одной из тем стал туристический потенциал Северного Кавказа. По итогам 11 месяцев 2023 года турпоток на курорты в округе увеличился на 16% в сравнении с прошлым годом. Чиновники рассчитывают, что по итогам года количество туристов превысит 1 600 000 человек.
Для этого в том числе развивает комплекс ведущий в нашей республике. В следующий сезон на курорте планируется открытие новой зоны катания. Это трассы всех уровней сложности. Гостей к ним будут доставлять канатная дорога длиной больше 4 километров. Ну, естественно, ведущий чеченский горнолыжный курорт очень интересно, с уникальной канатной дорогой. Мы должны сделать то, чтобы эти курорты полноценно заработали и стали развиваться, и опять же стали точкой притяжения для инвестиций и притяжения для, вообще для экономического роста. В Государственной галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова открылась праздничная ярмарка-выставка. Все работы принадлежат участникам социального проекта «Инклюзивные мастерские». Пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья представили интересные работы из глины и керамики. Наталья Депутатова о том, как благотворно влияет творчество на человека. Этот социальный проект под названием «Инклюзивные мастерские» был реализован в 2023 году Ассоциацией мастеров и ремесленников Чечен-Этно при поддержке Фонда президентских грантов. Терапия своего рода. Проект содействует профориентации и трудовой самоорганизации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Открытие выставки стало большим событием для всех участников. И, конечно же, порадовало приглашенных гостей, каждый из которых так или иначе причастен к искусству. Я рад, что этот проект у нас реализовался. Ну а сегодня выставка тех изделий, которые участники проекта сделали сами. То есть очень интересно, я внимательно посмотрел, со всеми пообщался и приветствую такие проекты. До того, как была организована эта экспозиция, все участники прошли курсы керамики и гончарного дела, где их научили изготавливать базовые народно-художественные изделия и красиво их оформлять. В торжественной обстановке каждому из них был выдан диплом. Это не просто выставка самых разных изделий, это еще и ярмарка, то есть любой желающий может приобрести понравившееся. Помимо декоративных вещей есть много предметов, которые не только украсят дом, но и будут полезны в быту, как, например, вот этот чайник. Раисе Зубайраевой за 60 лет. Женщина уже на пенсии, но тем не менее продолжает преподавать в школе уроки ручного творчества, на которых учат детей лепке и рисованию. В инклюзивные мастерские попала случайно, увидев объявление. И вот теперь ее работы участвуют в экспозиции в Государственной галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова. Глина – это такой материал, он мягкий, податливый. С него можно ли вылепить все, что угодно при своей фантазии, при своем умении. Поэтому для меня это очень важно, не только чисто морально, что я могу сделать свой замысел, свою фантазию проявить в этом, но и то, что я могу научить своих детей, учеников своих. Работа с глиной используется для создания красивых статуэток, самой разной посуды, ваз и других предметов. Кроме того, это один из видов арт-терапии, то есть коррекции эмоционального состояния через процесс творчества. Выставка-ярмарка продлится несколько дней, и любой желающий может ее посетить и насладиться народным искусством. Наталья Депутатова, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В рамках регулярного чемпионата высшей лиги по баскетболу состоялся матч во дворце волейбола имени Уайса Ахтаева. На паркете встретились Грозинская «Динамо» и подмосковные «Химки». По результатам 4 таймов команды продемонстрировали высокий уровень игры. По результатам встречи со счетом 72-69 победу одержали гости. Ответная игра состоится уже 22 декабря. На данный момент наша команда занимает 3-е место в таблице высшей лиги. В случае успеха их ждут последующие тренировки, и через какое-то время, думаю, мы отпустим их домой отдохнуть на новогодние праздники. В следующем году мы постараемся стать лучше, прежде всего исправить свои ошибки, которые были допущены в этом году. Ждем болельщиков на трибуны, нам очень не хватает вашей энергии, каждый голос с трибун для нас важен. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.